Второй перекус у меня. Сейчас буду есть яйцо, сосиски, 2 штуки, этот хлеб, чай разовый с термоса. Костер разводить не стану, не хочется. Сейчас пообедаю. Дождь идет, конечно, погода портится. Мелкий дождь, прям шуршит все. Сейчас пообедаю и поднимусь к мешку. Пока от мешка сюда шел, набрал также полный рюкзак. Короче, здесь на этом участке чаги больше оказалось, чем вот первый участок, где я проходил. Вот. Ну и там еще проверим, а там после этого уже видно будет, обратно ехать домой или как. Сейчас обедаю. Такой вот скромный обед. Хотел пюрешку взять на магазин вчера, лень было сходить. Горячий пюре разбавил бы с кипятком, и было бы еще лучше. Супчик такой, пюрешка горячая, она великолепно, хорошо идет. Смотрите, ребят, первая находка. Вот она после обеда сейчас. Пообедал, уже подъехал к мешку. И вот первое дерево, таких 2 здоровых больших чаги. Все, забираем. Я хотел туда идти, но тут старица опять обходить придется. Кругом старицы здесь. Зигзагами приходится ходить. Так, откуда рубить? О, вот одно удовольствие такое собрать. Опа. Второй шматок такой. Крупный вообще. Фух, хорошо. Вот и все. Удачненько я попал. Недалеко, в принципе, отошел буквально там, ну, грубо говоря, 150 метров от лодки. Вон гуси. Да, штук 25, наверное, не меньше. Проскочили вот тут. Поздно заметил. Что-то их совсем мало, гусей. Нет, совсем мало. Бывает, в день они стая за стаей летят, а за целый день первые гуси. Совсем мало. Вот тут я набрал, повернулся. Хотя я оттуда аж пришел. Там, ребята, огромная тоже чага, но не знаю, достану, не достану. Там, между прочим, дерево тоже свалилось. Сходим, посмотрим поближе. Высоко, ребят, не достану. Вообще высоко. Хоть туда я поднимусь, не достать мне. Там еще верховая на другой березе. Оставляем. Вот. Налево посмотрел, вон оттуда я набрал 2 штуки. И смотрите, за деревом, оказывается, вот одно дерево, и там еще второе, но это верховая. Это... вот сушина, ребят, сейчас я попробую вот этой сушиной как-то сбить его, но вряд ли, нет, не получится. А этот чуть-чуть, наверное, не достаю. Этот высоко, и он крепко стоит. Бесполезно. Бесполезно. Вот так и оставляем, смотришь. И ничего сделать не можешь. Сейчас. Все-таки попробую. Вдруг получится. Так, наискосок как-то. Вот так. Опа. Еле одним махом. Опа. Ну вот. Так что получилось. Этот рыбка нам стоит. Да.
Нет. Что-то здесь другое надо придумать. Какой-то мостик. Вон. Чуть-чуть не достаю. Скоро. Сейчас еще что-нибудь подложить. Чуть-чуть надо сейчас. Так. Ага. Ага. Ого. Ого. Опа. Вот так вот. Делов-то. Фу. Справились. Однако. Вот так. Умс. Вот тут старится. Здесь я пройду. Дальше дын-дын-дын. Вон туда. Вот так вот. Все, загрузился. Ребят, решил я все-таки еще одну попытку. Пробую этим. Может, как-то удастся долбануть. Но высоко. Высоко. Сушина хорошая. Пихтач не такая тяжелая, сухая. Поэтому схожу. Ну, тут недалеко. Видите как. Мощная чага. Если торчит в сторону, то можно, наверное, как-то долбануть. Так. Вот что-то там не очень. Да, нет, нормально вроде. Сейчас попробуем. Долбанем. Заострить бы. Так, отсюда силы больше надо будет. Ага. Крошится. Нифига, ребят. Ох ты. Капитально сидит. И топором не достать. Так. Рано сдаваться. Блин. Нифига. Нет, ребят. Вряд ли получится. Удар не получается. Опа. Это нежданчик. Просто даже удара не получилось. Куда-то бахнул и он сам как-то упал. Ну, значит наш. Значит наш. Все. Ладно, схожу к лодке. Тут недалеко. У меня почти рюкзак. Вон он. Быстро я набрал, между прочим. Лучше оставлю, чем таскать. Туда там 100 метров сходить. А этот удар как-то реально у меня не получилось. И куда-то по месту попал, что он упал. Этот чага упала. Вынес к лодке. На лодку-то есть. Очередной мешок. Вообще тут оказалось, пятачок там. Сколько? 4 дерева, наверное, и набрал тут нормально. Что, видите как бывает. Ходишь, ищешь. Вообще ноль. И тут
прям, я не знаю, в общем повезло. Вот. Сейчас, конечно же, дальше схожу. Начался дождь, полным ходом дождь идет. Уже все больше и больше обороты набирает. Вот это, ребят, находка. Никогда в жизни еще не удавалось мне находить рогалося трехлетний, 3 года лосику. Да, хороший, между прочим. Видите? Ага, Трлан. Что-то знакомое увидел. 3-летний лось. Вот так у него. Ага, да. Грызи. Вот какашки оставил и рога оставил. Забираем. Трофей это наш. Будет нашим трофеем. Тяжелый, между прочим. Добротный такой. А, Тлан. А где хозяин у этих рогов? А? Где хозяин? Куда ушел? Убежал. Вот так вот, ребята. Такая находочка. Дошел до старой дороги какой-то. Вон оттуда иду. Эта дорога идет на речку. Вон там параллельно река идет. Видать, где-то переход через речку есть. Был-то есть, имею в виду. Потому что там дороги нигде не было. Здесь прям по Яголю идет. Снега местами вообще нету. Так. Как быть, что делать? Или тут мешок оставить? Что-то не понимаю, куда дальше идти. Опачки. Да тут река. Да тут завал, ребята. Тут река, тут завал. Проходимый, в принципе, проходимый. Так, ладно, наверное, буду... Я здесь оставлю рюкзак. Ну, я имею в виду мешок. Не так много здесь. Еще поброжу там ельник я вижу. И я обратно сюда приду. Вот, мешок взял. Рюкзак тут. Пусть будет. Налегке схожу. Посмотрю я еще тот поворот. А дальше, ребят, тут будет сосновый лес. Так. Даже я здесь не хочу проехать. Никакой этого не вижу. Смысла тут. В принципе, даже с разгоном можно тут проскочить. Самое главное, опасное сучье, чтобы не было. От елки, палки, блин. Ну, высокая гора, тут подъем. Интересно. Спускаюсь по этой дороге. И, ребят, там я вижу старая избушка. Конечно же, подойду. Не без этого. Вот тут лось кормился. Ломал осину. Свежий, между прочим, тоже. Но, видно, это заброшенная старая изба. Думаю, тут все были поля тоже. Луга. Сено заготавливали. Это 100% на таежных речках везде сено заготавливали. И все это дело со временем все заросло. Я даже не знаю, ребят, чья изба. По этой реке. Ну, весной лодка ездила, бывало. И все. Старенькая избушка. Вот она. Косяки тут были. Ну, крыша уже все разводилась. Маленькое окошечко. Вот.
Двухъярусные нары, что ли? Сейчас посмотрим. Сейчас надо этот... Так. Так. Надеюсь, крыша не провалится, блин. Вот так вот тут. Железные кованные кровати. Это кованные кровати в старых таких вот заброшках много, где вот лес валили, делали такие кованные эти. Там тоже дверь, между прочим, двухкомнатная, что ли, я не понял. Вот тут провалилось все. Вот тут печка интересная. Железные трубы. Там сапоги, кирзачи. Тогда в моде было, в лесопунтовские времена, СССРовские, это фуфайка, кирзач. Это самый ходовой обувь. Тут коробка, бутылка, такой ящик добротный, между прочим. Ну, обычно в таких бутылках вместо спиртного антикомарин раньше держали, хранили. В лесопункте давали там прям литражами. Вот здесь клесты, все обклевали тут. Вот видите, вот это все. Это клесты. Тут соль, наверное, была на этой полке, соль. И вот эту соленую доску все съели. Лами. Ну, примерно так. А куда вторая дверь идет? Что-то я не понял. Опа. Весло какое интересное. Да, похоже, тут 2 комнаты даже было. Чего себе. Металл. Так называемый козлик. Это раньше рыбачили, лучили. Да, тут тоже комната была. Зачесанные стены. Раньше вот так чесали и красили. Но тут явно заготавливали сено, ребят, поэтому и избушка такая вот двухкомнатная, двухъярусная для всей семьи, чтобы семьей приехать и уже там чердак, дверь даже есть. С семьей приехать и уже жить. Заготавливать сено, ягоды собирать. Вот. Тут кострище было, наверное. Тут, видите, только столб осталось. А здесь лавочка, чайник, кружка. Кружка уже дырявая тоже, заржавела. Вот так, ребят. Дни воспоминаний, эхо воспоминаний, эхо былого. Когда-то здесь тоже жили. А кто жил, тот уже, наверное, давно уже умерли. Блин, вот каждым годом все на жизнь становится, начинаешь смотреть по-другому. Вот, не знаю. Просто вот раньше как-то не задумывались, жил человек, умер или еще что-то там. Это все как-то. А сейчас вот представляешь, вот как новая изба там, живут там, костер, чай там кипятят, сено заготавливают. Тяжелая жизнь была, может, у них тоже. Да. Тулан там купается. Тула, лох. Мунам. Ну, примерно так очередная изба.
Ниже по течению изба есть, я вам это уже показывал, я даже не останавливался, когда ехал. И выше, не знаю сколько километров, если по реке, но напрямик, наверное, километра 4 еще по берегу. Там тоже будет изба, это живая избушка. Хозяева еще ходят, есть кто присматривает за избой. Дальше тоже избы, такие же развалюхи есть. И живые избы. Вот так. Ну, пишите, комментируйте, что как там. Стараюсь как бы показывать. Где-то хорошие избы попадаются, где-то уже все свое отжили. Крыша, если провалилась, все уже буквально 10 лет, и он сгниет. Но бревна добротные, они еще крепкие, старой закалки, там как бы выбирали хорошие бревна. И дома строили из хороших бревен. Вот там тоже вот, кресты тоже клевали, вот этот угол видно. Им какой-то вот соль, но она нужен вот. Что-то какой-то вот, где вот белые бревна, это кресты клюют. Такие дела. Так, и отсюда еще забираем. Вот так, надо внимательно смотреть. Бывает, с одного ракурса не видно. Идешь, идешь, идешь. Сзади оставляешь. Вот так. Ладно. Отлично. Тут почти полный рюкзак будет. Ну, это дотащу до лодки. Тут рог еще, блин. Мешается. Ну вот, ребят. Наконец-то я вышел. Собака уже лодка меня ждет. Все, хватит шабаш на сегодня. Поедем обратно. И чай попью. Время надо глянуть, сколько уже. Дождь идет, не прекращается. Да? Ладно. Сейчас остатки хлеба съедим. Тебе тоже дам. Ну все. Вот этот угол, пятачок, ребят, самый богатый был за весь день. Вот Старица, с левой стороны Старицы там пятачок. И здесь прям вот хороший. Набрал здесь нормально. Ну и сейчас обратно шел. Тоже рюкзак. Не полный, но килограмм 10-8, наверное, будет. Траву ест. Витаминизируется. Ладно. Турунчаян. Чай. Поедем потом. Хватит. Если только по другому берегу. Но там я уже искал, ходил. На лыжах, правда, но все равно. Время рано уже. Ну вот, ребят, чай попили, собрались. Химикатку работает. Поедем. Если что-то будет интересно, буду включаться, но минимум. Просто буду тупо ехать, идти. Все. К столику уже тоже не буду останавливаться. Хватит. Нагулялся сегодня. К столику другой раз. Когда будем грибы собирать. Или просто поход будет. Все. Пока.
Дождь перестал, немножко моросит, но терпимо. Надо идти. Выхожу на большую речку. Все. Да. Стало большим. Речка. И буду фильм заканчивать, ребят. До новых фильмов, до новых встреч. Вот такой поход с Борчаги. Все, я погнал домой. Ждите новые фильмы, да.